The Assembly will hear an address by His Excellency Sooronbay Jeenbekov, President of the Kyrgyz Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Sooronbay Jeenbekov, President of the Kyrgyz Republic, and to invite him to address the Assembly. Please. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздерди улуу тауларды мекендеген миңдеген жылдардан ашык тарыхы бар, эркиндикти сүйгөн байыркы кыргыз элинин атынан ысык салам жолдойм. Бириккен Улуттар уюмунун бийик трибунасынан Кыргыз Республикасынын көз карашы боюнча бышып жетилген жана биргелешип чечүүнү талап кылган улуттук, регионалдык жана глобалдык деңгээлдеги көйгөйлүү проблемаларга токтолгум келет. Уважаемые дамы и господа, позвольте приветствовать от имени Кыргызской Республики всех участников 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация меняется быстро. Усиливается тенденция регионализма в мировой политике. Продолжается рост цен, недостаток ликвидности и война санкций в экономике. Угроза терроризма и экстремизма охватила все страны. Сохранение экологического равновесия стало глобальной задачей всей планеты. Несмотря на место порождения этих проблем, они касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой. Для Кыргызстана обозначенные процессы оказались чувствительными. Поэтому считаю, что сегодня весьма своевременно обсуждение на площадке Генеральной Ассамблеи актуальности Организации Объединенных Наций для всех людей, а также глобального лидерства и совместной ответственности за мирные, справедливое и устойчивое общество. Пользуясь высокой трибуной ООН, хотел бы обозначить вопросы национального, регионального и глобального уровня, актуальные с позиции нашей страны. Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу дальнейшего поступательного демократического развития Кыргызстана. В настоящее время в Кыргызстане есть политическая и социальная стабильность. Это дает нам возможность ставить перед собой амбициозные цели на среднесрочную перспективу. Кыргызстан выступает за развитие парламентской демократии в стране. Предстоящие в 2020 году выборы в парламент еще раз это подтвердят. Мы глубоко убеждены, что именно парламентская демократия соответствует природе развития нашего общества. Борьба против коррупции остается приоритетным направлением государственной политики Кыргызстана. Сегодня перед нами стоит задача политической модернизации и развития экономики в соответствии с требованиями завтрашнего дня. В первую очередь мы нацелены на реализацию судебно-правовой реформы и реорганизацию силовых структур. Устойчивое развитие всех регионов Кыргызстана является залогом успешного развития, и это наиболее актуальный вопрос для нашей страны. Мы ставим задачу улучшения инвестиционного климата, приступили к построению информационного общества, справедливого, прозрачного государственного управления. Кыргызстан продолжит последовательно укреплять демократические принципы в развитии государства. Государственное управление ориентировано на нужды каждого человека, обеспечение его прав, свобод и справедливости в обществе. Все вышеобозначенные реформы
среднесрочного и долгосрочного периода включены в национальную стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. Положение национальной стратегии развития на долгосрочный период отвечает всем требованиям глобальной повестки ООН 2030. В связи с чем надеемся на дальнейшую поддержку ООН и стран-партнеров усилий Кыргызстана в его развитии. Кыргызстан остается приверженным осуществлению целей устойчивого развития ООН. Уважаемые дамы и господа, укрепление всего спектра сотрудничества в странах Центральной Азии мы рассматриваем как важнейший фактор обеспечения безопасности не только в регионе, но и в мире. Отрадно отметить, что наше сотрудничество приобрело положительную динамику и вышло на принципиально новый уровень. Стали традиционными встречи глав государств и глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Для Кыргызской Республики вопрос водопользования чрезвычайно важен. Практика последних десятилетий использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии показывает необходимость выработки новых подходов. Мы убеждены, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центральноазиатских государств. Поэтому Кыргызстан последовательно выступает за разработку и внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере. Сотрудничество и всесторонний диалог рассматривается кыргызской стороной в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. В этом контексте мы видим также особую роль и новую миссию таких региональных объединений, как СНГ, ШОС, ОДКБ и АЭС. Сегодня стало весьма актуальным преодоление политики изоляции и развитие вектора сотрудничества и партнерства. Ни одно государство не застраховано от угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. Международное сообщество должно совместными усилиями активнее бороться с этим злом и такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег и финансирование терроризма. И это весьма актуально для нас, так как мы находимся на перекрестке наркотрафика. К сожалению, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Важно уделить особое внимание в решении этой общей проблемы региона. Кыргызстан подтверждает свою приверженность эффективной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и поддерживает совместный план действий. Необходима координация усилий государств региона в вопросах обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества и обмена оперативной информацией. Правительством Кыргызской Республики утверждена программа по противодействию экстремизму и терроризму до 2022 года. Благодарю ООН за оказываемую финансово-техническую помощь в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также рассчитываю на дальнейшую поддержку партнеров по развитию в вопросах обеспечения безопасности. Переход к устойчивому развитию – это есть восстановление естественных экосистем и окружающей среды. Кыргызстан признает изменение климата в качестве существенной угрозы для экосистем и людей. Мы приняли на себя обязательства по противодействию этому глобальному явлению, подписав Парижское соглашение. Изменение климата оказывает все большое воздействие на наши ледники и водные ресурсы, способствует росту стихийных бедствий в горных районах страны. Это главная тема 4-го Всемирного горного форума в Кыргызстане, организуемого в целях обсуждения новых путей развития к процветающему будущему горных регионов. Главным вопросом регионального характера в сфере экологии остается проблема наследия радиоактивной промышленности советской эпохи урановые хвостохранилища. Для решения данной проблемы Кыргызстан провел ряд международных конференций. На площадке ООН 27 сентября мы проводим мероприятие, посвященное опасностям уранодобывающей деятельности.
с целью выйти на новый этап действий по рекультивации урановых хвостохранилищ, Кыргызстан выступает с инициативой обновления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2013 года «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров по развитию, которые оказывают нашей стране весомую поддержку в решении данной проблемы. Отмеченные выше проблемы требуют совместной работы всех государств, а также глобальных и региональных институтов. Назрела необходимость формирования принципиально новых международных механизмов, адекватных современным вызовам и угрозам. Наша организация нуждается в переменах, и это уже требование времени нынешних реалий. Эта реформа должна базироваться на принципах универсальности, широкой географической представленности и иметь максимально широкую поддержку государств-членов ООН. Кыргызстан стремится вносить свой посильный вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности и устойчивого развития. С целью привлечения внимания ООН и мира к проблеме малых государств, Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы. Поддержка стран, ранее не избравшихся в Совет Безопасности ООН, позволит дать уверенность в равноправии членов и тем самым поднимет авторитет организации и укрепит доверие к ней. Кыргызстан рассматривает ООН в качестве авторитетной и универсальной международной организации. Уважаемые дамы и господа, необходимо подчеркнуть, что немаловажным фактором сохранения мира и стабильности, развития культурного многообразия и толерантности является углубление межкультурного диалога. Об этом ярко и талантливо писал в своих произведениях наш выдающийся писатель с мировым именем Чингиз Айтматов. Он внес весомый вклад в дело построения мира и обмена культур между разными народами. В этом году Кыргызстан и весь мир празднуют 90-летие со дня рождения Чингиза Айтматова. Инициатива Кыргызстана по проведению на регулярной основе Всемирных игр кочевников получила признание и поддержку со стороны Генеральной Ассамблеи ООН. Эти игры показали, что несмотря на все сложности и противоречия современного мира, народы планеты стремятся к единству и созиданию. Кымбаттуу мекендештерим, эгемендиктин эң бийик дөөлөт катары аздектеп, эркиндикти көздүн карегинде сактаган элибиз дүйнөлүк коомчулукта татыктуу ордун тапты. Кыргызстаныбыз эл аралык аренада эгемен мамлекет катары таанылды. Чыган жазуучу, ойчул гуманист элибиздин уулу Чингиз Айтматов адамга биримдикте жашоодон өткөн дөөлөт жок деп айткан. Дүйнөнү биримдик, ынтымак гана сактап калат. Өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги элибиздин биримдигинде коомдогу улуттар аралык достук, ар бир жарандын өлкөнүн тагдырына жооптуу мамилеси ийгиликтин негизи болот. Биздин келечегибиз, биздин бактыбыз Кыргызстандын көз карандысыздыгында, элибиздин ынтымагында. Жаратканым Кыргызстаныбызга, элибизге мээримин төгүп, жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Өлкөбүздүн ар бир атууна ден соолук, ийгилик, бактылуу жана бакубат жашоо каалайм. Жашасын эгемендүү эркин Кыргызстаным. Благодарю вас за внимание. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the head of state.